Театр – это продуманный распорядок действий. Театр – это то, что может воскресить Чехова, Гоголя, Шекспира. Театр – это новые формы, семья, любовь, истина и ложь в одном флаконе. Театр – это особая энергетика. Лично я получаю куда больше эмоций при посещении театра, чем при просмотре какого-либо фильма. Театр – это свобода. Театр – это огромная палитра эмоций. Это их разновидности, разнообразие, множество. Театр – это жизнь под лупой, позволяющая разглядывать все в самых-самых-самых мельчайших деталях, открывающая вид извне, оголяющая все на своем пути. Театр – это все. Театр – это Брюс Ли. Я вам серьезно говорю. Театр – это Брюс Ли. Чё? Мне тебе доказать? Да, я докажу. Театр это Брюс Ли. Серьезно? Театр? Брюс Ли? Да. Вот что такое Брюс Ли. А для меня театр это... Подвиньтесь, пожалуйста. Рамштайн. Да-да, Рамштайн. Современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с 3 стенами эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят. Мы гласные, согласные, властные. Мы в вашем первом крике. На фронте! На рынке? В ура! Помогите! На сцене, на могиле, в страдании и в злобе, мы как фундамент в слове приходим будоража. Кричите, если страшно, кричите, если больно. Мы в лихости футбольной, когда удар, и мимо, когда орут намыло. Мы рвемся из гортани. И вы нас не глотайте, мы не хотим обратно. Мы властные, мы правда. Уважаемые гости, приглашаем. Выставка «Метафизика театра» рассматривает феномен якутского театра как самобытное, яркое явление современной культуры. Известно, что в момент спектакля, благодаря синтезу искусств, рождается особое пространство, которое мы образно назвали метафизическим. Наша выставка состоит из нескольких тематических блоков. Первый зал посвящен выдающимся деятелям театра. Интерес вызывают картины первого профессионального живописца Якутии Петра Романова. Это портрет Анны Егоровой, легендарной оперной солистки. Портрет Василия Местникова из плеяды первых режиссеров якутского театра. А во втором зале мы можем, благодаря произведениям из фонда музея, проследить историю якутской сценографии. И это очень важно, потому что четко прослеживается поэтапность развития сценографии, вот, начиная с первого художника Георгия Туралысова, заканчивая современными авторами. Вот первый этап связан с живописной доминантой, когда живопись является таким ключом, смысловым ключом сцены. А следующий этап связан с деятельностью театрального художника Владимира Иванова, который обращается к семиотике цвета, к семантике образов, к метафоре, к символическим образом декорации. И следующий этап
истории развития театра тесно связана с деятельностью Андрея Борисова как режиссера, который тесно работал с петербургским художником Геннадием Сотниковым, который, в свою очередь, обращался к действенной сценографии. Ну и такой необычной нотой нашей выставки выступает произведение современных якутских театральных художников. Благодаря театральному костюму, инсталляциям, представленным в экспозиции, нам удалось в какой-то мере создать вот эту уникальную ауру театра. Одной из важных задач нашей выставки является привлечение внимания широкой общественности к именам театральных художников, к их искусству. Поэтому на выставке представлены произведения именно современных художников, которые активно работают на сцене. Это Николай Николаевич Попов, это Лена Гоголева, это Саргалана Иванова, Марьяна Конешникова, Екатерина Шапошникова, Сардана Федотова, Дарья Дмитриева, Евдокия Сотникова, Просковья Павлова, Мария Иванова. Я специально называю имя каждого художника, потому что все они очень активно приняли участие в разработке экспозиции, они активно работали в выставочном пространстве, и нам вместе удалось создать очень интересную, мы надеемся, актуальную, востребованную выставку. Вот я еще раз говорю, что время от времени, когда открывается выставка именно театральных художников, ну, поскольку театр – это моя жизнь, в этом смысле очень она событийная такая. Ну, во-первых, потому что театральные художники еще правильно сделали, вы показали еще и портреты актеров, и получается как бы художник, который, не все же вот эти художники в театре работают, да, но они как-то приобщаются к театру через актеров, через портреты актеров. Это тоже правильно, потому что весь мир театр, и все люди в нем актеры. Вот это, ну, это первое. Второе, название мне очень понравилось. Это, может быть, даже название это на весь год театра может распространиться, метафизика театра. И в-третьих, когда смотришь уже спектакль уже прошлого, то и сегодняшнего, то появляется как бы ощущение театра будущего. Вот. Я называю это «услышать будущее в озор». И это тоже правильно. Поэтому я еще раз поздравляю организаторов. Побольше делайте выставки театральные, не только художников, но еще и, может быть, не только как бы сценографов, не только костюм, а еще пространство театра. Может быть, со временем сделать еще выставку именно пространство театра, потому что есть площадной театр, есть разный театр. А здесь в основном все-таки представлен театр такой, сцена-коробка представлена, пространство сцены-коробки. А есть же разный театр. Вот в этом плане у нас развивается театр. И надеюсь, что когда появится новое здание театра, филармонии, то там пространство поменяется и появятся новые решения пространства. Поздравляю с выставкой. Так же. Вы знаете, сама суть и сам смысл театрального художника – это не просто вот создание декорации, да, а это создание образа, который влияет на все. Он влияет на звук, он влияет на актеров, он влияет на режиссеров. Театральный художник – это дыхание спектакля, театральный художник – это вот настоящее проникновенное чувство, которое может возникнуть в театре. Поэтому я считаю театральных художников большой движущей силой по-настоящему театра, и вот единение с искусством – это вот как раз театральные художники. Поэтому я очень ценю театральных художников, их труд, их талант, их видение. И хочу, чтобы все на самом деле знакомились с работами театральных художников, и желаю успеха. Вы все знаете знаменитое изречение «в театре куется нация». В нашем театре очень большое внимание уделяется спектаклям гражданской направленности. Но в то же время, кроме национальной классики и национального современного жанра,
Широко представлена классика всемирной и западной литературы, русской литературы, классической и современной. В общем, репертуар довольно разнообразен. Но художникам тем более интересно работать в таких разнонаправленных, разножанровых спектаклях. Я люблю театр, потому что он позволяет окунуться в мир параллельный, можно сказать, или мир фантазии и своих собственных придуманных каких-то таких иллюзий. Можно сказать, что театр – мир иллюзий, но эта иллюзия-то хорошая, которая очень близко приближает к настоящей реальности. Вот такой интересный парадокс. На этой выставке представлены у меня несколько работ из спектаклей достаточно знаменитых «Ромео и Джульетта» и «Чингисхан». Им уже несколько лет. Этим эскизом они хранятся в Национальном художественном музее. В музее хранятся и работы станковые. В общем, работа театрального художника, она такая довольно-таки широкого спектра и широкого спектра действий. Это очень замечательно, что открылась такая выставка театральных художников. Потому что в этом году вот по всей России начался марафон театральный. И наши художники тоже стали участниками этого марафона. Марафон начался еще с Владивостока. У нас к нам приезжали театр танца из Чукотки, Эргорон, как вы знаете. Потом первые они, и вторые мы, артисты Русского театра, передаем эту эстафету и уже были на гастролях в городе Чите. И так дальше по 85 регионам России пройдет этот марафон. Поэтому открытие выставки театральных художников очень ко времени. Ну, если говорить о художнике театра, это художник театра это человек, который работает вместе с режиссером по постановкам спектаклей и как бы является соавтором режиссера и работает по всем материалам спектакля. И костюмы, и грим, и сценографию, в первую очередь. Вот. И таким образом художник как бы является постановщиком спектакля для зрителей. Выставили костюмы. Допустим, последние мои работы, спектакли «Джербина Джерлетта» — это спектакль Аланхо в театре Аланхо. И вот два костюма, которые сзади, они тоже на якутскую тему Сахатеатра. Премьера состоялась в конце ноября 2018 года. Очень большая вещь по повести Аюнского Карикян, называется Карикян Аюн. Ну, я создавала такие странные костюмы, скажем, потому что было очень сложно то ли шамана делать, то ли князя делать, поэтому такой костюм получался симбиоз шамана и князя. Вот он стоит. У него половина тела это шамана, половина тела это как князь, да? И история таковая, что вот этот князь, будучи шаманом Тагандархана, он ушел от нашествия славян, так скажем, мягко говоря, заречную сторону, подальше, и там обосновал свой улус. Это предок Аюнского, да? А фишка в том, что вот как бы он сохранил самобытность якутской культуры. Вот такую задачу ставил режиссер наш.
Руслан Игоревич Тараховский. Мне кажется, какого-то достигли. Это моего отца, Ефима Михайловича Шапошникова. Это его единственная театральная такая работа. Его пригласил, наверное, сам Иван Гоголев. И самое интересное, что связано с этой работой, то, что не хотели выпускать этот спектакль, сказали, что это какая-то странная комедия, что вот это крестьянина выставляют каким-то таким полуидиотом и так далее. И вот мой папа пошел в правительство, там надо было защищать, и он так пламенно там выступил, сказал, что это комедия, это такой жанр, наоборот, вот. Смекалка народа, она всегда приветствуется, и всегда во многих классических театрах именно смекалка простого человека, она вот в позитивном плане выставляется. И вот благодаря ему вот этот спектакль, говорят, прошел комиссию, и с тех пор это визитная карточка Сахатеатра. Очень доволен и радуюсь, что художники наши рисуют артистов. Вот, театр. Вот. Я посмотрел уже всю выставку. Вот, все мои знакомые лица. Это был образ Никитичкин, Борис Годуновта на Большой театре Галларыта. Вот он характерный еще образ. Он ким Артур Дмитриевич Табакаровнан икки образын ходя. Хиддах, это говорил, меня амастанаттан билбакман кайта колугун төбөйлөр. Ой бардан кайта жой баты чугатан кепсен кайта урухтакпыдан кайта булбактан көрөн. Ол сразу мен олорон берем диган аптымдан кени, атынан кепсетер хепте. Обран тунан етар кайта бити хепте. Онтан жа образга киреген манны көрө хепте. Ол көрөн баратын билетир. Оны мен көтөкөнөтөн бу келим ми көрдүм. Ол инде просто там он хотел куда это, то у Хамьяка дербетаун ты так вот тон жандар табылды образ стиль, еще характерный, ну это икис хасды выставка табылды, бо кенене, он именно Артур Дмитриевич Хамахтан, он кенене ройдет художник.